Здесь сегодня конкурс непростой. Здесь сегодня будет все по-настоящему. Кто из вас, друзья мои, был на конкурсе Евровидения? Свет софитов, мощнейшая аппаратура и самые талантливые вокалисты. Учащиеся 12 российских вузов боролись за звание победителя Универвидения, студенческого аналога известного музыкального конкурса. Оно стало итогом работы творческой школы студ Весны в Сыктывкаре. Масштабы классные, у нас звездные жюри, у нас звездные ведущие, у нас звездные студенты. Это очень здорово, что сейчас у студентов есть возможность почувствовать себя звездой. Это очень хорошее начало, и, возможно, наши ребята будут прославлять свои вузы, российские вузы на весь мир. Все как на Евровидении. Не обошлось и без сюрприза. Знаменитый голос русского радио и ведущий телеканалов СТС и Russian Music Box Макс Орлов развлекал публику и демонстрировал Сыктывкару, что может спокойно выговаривать название нашего города. Все студенчество России, наблюдая за тем, что происходит здесь, у вас, в Сыктывкаре. В это время конкурсанты за сценой ждут долгожданной минуты славы. Перед выступлением видеопрезентация участников. Кстати, за них болели не только гости в зале, но и в интернете. На сайте Сыктывкарского университета велась прямая трансляция студенческого шоу. 12 разных песен и талантов. Каждый уникален по-своему. Почти половина конкурсантов не побоялась взять иностранные песни. Ксения Лебедева из Коми Академии Госслужбы и управления взорвала зал действительно кричащими вокальными данными. А вот студент СГУ Игорь Панюков выбрал для исполнения настоящую русскую лирику. Легендарную песню Муслима Магомаева пел с ним весь зал. Тебя заставила предать мелодию любви. Александр Гречаник, конкурсант из Калининграда, также обратился к русской романтике. А вот земляк Алексей Исаков из УГТУ пел под известные рок-мотивы. Песня представительницы Томского университета Олеси Неугодниковой заметно отличалась от остальных. Малоизвестная и с нотками фольклора. Победитель конкурса определялся путем голосования всех университетов и жюри. Известная система. Свой вуз выбирать нельзя. Наивысшие оценки 12, 10 и 8. В прямом эфире результаты из других городов приходят в Сыктывкар. Профессиональное жюри также выставляет свои баллы. Усиленная борьба сложилась между Ксенией Лебедевой из Сыктывкара и Олесей Неугодниковой из Томска. И все же звание победителя досталось Олесе. Русские народные мотивы и необычная музыкальная подача песни взяли верх. Эта песня относится к эстрадному вокалу, но стилизована под фольклор. Это песня Аллы Борисовны Пугачевой. Она ее исполняла сама довольно-таки редко, раза два-три, может быть, в интернете вы можете посмотреть ролик. Но она меня очень вдохновляет как артист, и я эту песню тоже очень сильно люблю, уже давно знаю, но преподнести в таком плане ее я решила по-своему. Представителю СГУ Игорю Панюкову наивысший балл достался от Республики Марий Эл. Впрочем, поражение его не расстроило. На самом деле я не метил на победу, надо победу дарить только лишь гостям, а я результатом очень доволен. Честно доволен. Рекомендации звездных наставников школы студенческой весны, множество эмоций и бесценный опыт теперь за плечами. Сыктывкар в 4-й раз доказал, универвидение, зародившееся в стенах СГУ, расширяет границы и, может быть, вскоре охватит все регионы. Дарья Башлыкова, Иван Нестерец, студенческое телевидение Сыктывкарского университета.